Букеты цветов, белые бантики, костюмы с галстуками. Вчерашние дошколяты как будто вмиг повзрослели. Первоклассники с нетерпением ждут самого первого в их жизни школьного звонка, то и дело ломая строй. Но тут же подтягивается при появлении главы Коми. Новоиспеченным ученикам губернатор желает отличных оценок. А вот восьмикласснику Александру Мотину Сергей Гапликов вручает ценный подарок за победу в окружном этапе всероссийского конкурса сочинений «Я гражданин России». Саша, ты где? Вот он, выходи, не стесняйся. Поздравляю его. Сегодня хотелось бы отметить, в том числе и полпред в Северо-Западном округе Николай Степанов меня просил ему вручить сегодня ценный подарок и слова благодарности за его патриотическое отношение. В первую очередь, конечно, к учебе, к родному краю и к России. А эти ребята всего 3 месяца назад распрощались со своей родной школой. Теперь они будущие юристы, управленцы, специалисты зарубежного регионоведения. В этом году Академия госслужбы во время приемной кампании пользовалась особой популярностью среди выпускников. Мы в этом году набрали фактически все группы на все направления подготовки, которые мы объявляли. Как обычно, был большой конкурс на направление подготовки, где были бюджетные места за счет Республики Коми. И стандартно у нас на направлении подготовки юриспруденции всегда большой конкурс. В общем, приемная кампания прошла очень успешно, мы очень довольны. Сегодня республике нужны ответственные, профессиональные служащие с высокой культурой, подчеркивает глава во время поздравления первокурсников. И добавляет, у республики амбициозные планы, и молодых специалистов ждет тяжелая, кропотливая работа. Впрочем, молодежь трудностями не напугать. Первокурсник Владислав Лапин из Выльгарта, например, готов после окончания академии остаться на родине. Нет, уезжать, наверное, не собираюсь. Буду работать, наверное, здесь, в родном городе. Здесь вырос, здесь буду жить дальше. О более житейских вещах студенты смогли поговорить с главой уже в стенах СГУ, где собрались уже все первокурсники столичных вузов. Вопросы самые разные – о временах студенчества, о криптовалюте и даже о месте женщины в жизни. Общение получилось таким задушевным, что ребята в отведенное время не уложились. Впрочем, Сергей Гапликов с удовольствием общался с молодежью. Рассказывал о том, что в первую очередь ценит порядочность и честность и не приемлет лень. Именно эти качества помогают ему руководить республикой, а еще с детства обожает плавание и водное поло. Он бы и сегодня занимался спортом, но времени хватает только на утренние прогулки. Но самая большая любовь в его жизни – лошади. Как вы относитесь к лошадям и планируется ли поддержка и развитие конного спорта в Республике Коми? Меня в детстве мама большим прутом гоняла с конного двора. Я после школы все время нырял туда, понимаете? И я не мог насладиться вот этим ощущением нахождения возле лошадей. Понимаете, какие бы они ни были, больные, убогие, хромые, просто клячи, понимаете, они для меня были все великолепны, все были волшебны. Что касается поддержки и развития конного спорта в республике, мы этому уделяем внимание, безусловно, ищем ресурсы. Я думаю, что мы обязательно создадим такие условия, чтобы у нас была максимальная возможность всем тем, кто увлекается этим спортом, кто действительно любит этих удивительных, прекрасных животных, конечно же, имели возможность себя в той части реализовать. Впрочем, молодежь сегодня интересует и будущее республики. Какие проблемы в развитии региона и чем могут помочь они, молодые? Главу приятно удивило, что вопрос прозвучал от студента-азербайджанца. Наверное, в первую очередь я бы хотел, чтобы все, кто живет в республике Коми, без исключения уверовали в ее будущее. Вот это желание, которое я, в принципе, внутри холю, лелею, делаю все для этого. Глава подчеркнул, такими перспективами, как у Коми, может похвастать далеко не каждый регион. Мы являемся стратегическим форпостом для страны в вопросах, связанных с безопасностью государства, экономических и транспортно-логистических. А дело молодежи – получать качественные знания и применять их, трудясь на благо республики. Елена Кононова, Олег Юшков, телеканал Юрган.